Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Джигер Загалиева. Сегодня в программе. Смертник взорвался рядом с мечетью пророка в Медине. Есть погибшие. Взрывы прогремели еще в 2 шиитских городах поблизости. В ИГИЛ заявляет, что не считают ни Медину, ни Мекку, ни саму Каабу святынями. Президент Рахмон призвал думать о самых бедных. Давайте милостыню нуждающимся братьям и сестрам, родственникам, соседям. И не давайте богатым и муллам. Кыргызский мальчик-инвалид, передвигавшийся в тазике в день Ураза Айта, получил главный подарок в своей жизни. Теперь он сможет ездить в школу на электромобиле. Учить в школу. Но когда мы идем туда, нам говорят, что они будут учить его на дому. Эрдоган подтвердил, стрельбу и взрывы в аэропорту Стамбула устроили чеченцы, таджики, узбеки и кыргызы. В Грузии тем временем признали, что просто так отпустили из тюрьмы будущего организатора терактов Ахмеда Читаева по кличке Однорукий. И он исполнял оперативные поручения наших спецслужб. Иногда они возвращаются. Российская авиация в полном объеме возобновила бомбежки в Сирии. Об этом попросил Башар Асад. Его войска вновь терпят поражение от повстанцев без российской авиаподдержки. Драка на въезде в Евросоюз. Польша закрыла свои границы для украинцев и россиян. Россия, в свою очередь, запретила транзит всех украинских грузов в Казахстан. Ущерб – $1 миллиард. Почему нас держат? Непонятно. Ни документы не оформляют, ничего. В священном для мусульман городе Медина произошел теракт. Взрыв прогремел недалеко от мечети пророка. Это место погребения пророка Мухаммеда, вторая по значимости святыня ислама. Погибли 4 силовика, которые пытались остановить террориста, и, собственно, сам смертник. Наш корреспондент Шахида Якуб о кровавом Рамадане, который, как и обещали, устроили террористы. Сразу 3 взрыва в Саудовской Аравии прогремели в последний день священного для мусульман месяца Рамадан. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрывы, но власти страны подозревают в организации атак группировку «Исламское государство». Самым дерзким нападением стал взрыв смертника в городе Медина, около мечети пророка Маджид аль-Набави. Место погребения пророка Мухаммеда – одна из древнейших мусульманских святынь. Взрывное устройство было приведено в действие, когда тысячи паломников собрались для вечерней молитвы. Погибли 4 охранников. Медина – второй по важности город для мусульман после Мекки. Ранее в понедельник прогремели взрывы около шиитской мечети в городе Катиф на востоке страны, а также в так называемой экономической столице Саудовской Аравии Джидде, неподалеку от американского консульства. В результате взрыва в Джидде пострадали 2 охранника. Этот месяц Рамадан стал одним из самых кровавых по количеству жертв, погибших от рук смертников. Так называемое «Исламское государство» выполнило свое обещание, данное в начале святого месяца. Представитель этой группировки Абу Мухаммад аль-Аднани призвал своих сторонников по всему миру, цитата, «приготовиться превратить этот месяц в месяц бедствия для неверных». Угрозы оказались не пустыми словами. Все началось с расстрела в гей-клубе в Орландо, когда 29-летний американец Омар Матин открыл огонь по посетителям клуба, расстреляв 49 человек. Незадолго до нападения он присягнул на верность ИГИЛу. За этим последовали взрывы смертников в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Тогда погибло более 40 человек. Взрывы в долине Бека в Ливане, а потом в Бангладеше. Самым кровавым, однако, стало нападение на многолюдный район Карада в Багдаде, где мощный взрыв унес жизни более 200 человек. И по окончанию Рамадана атака 3 смертников в Саудовской Аравии. Во-первых, для ИГИЛа или любой другой организации подобного рода время и место не имеет никакого значения. Для них нет святых дней, так как они ведут так называемый священный джихад. Когда речь идет о Саудовской Аравии и таких городах, как Мекка или Медина, это священные места для мусульман, но не для них. Несколько месяцев назад ИГИЛ заявил, что Кааба — это не святое место, что люди должны молиться Аллаху, а не камню. Они призвали убрать Каабу. Для них нет ничего святого. Традиционно Рамадан считается духовным месяцем терпимости и примирения. Однако, в отличие от большинства мусульман, представители ультрарадикальных группировок, таких как ИГИЛ и Аль-Каида, считают Рамадан месяцем завоеваний. Для них это время, когда они могут умножать свои так называемые достижения посредством увеличения числа атак на мирное население. Шахида Якуб, «Настоящего времени».
Президент Таип Эрдоган подтвердил, что в теракте в аэропорту Стамбула участвовали выходцы из Таджикистана и Кыргызстана. Кроме них, по словам турецкого лидера, в организации атаки были задействованы и уроженцы Чечни и Дагестана. В общей сложности, как сообщает турецкое агентство ДОАН, среди задержанных пособников террористов 11 человек, граждане Кавказских республик России. К сожалению, к теракту причастны наши соседи с Северного Кавказа, Таджикистана и Кыргызстана. Напомним, что 28 июня в стамбульском аэропорту имени Ататюрка группа террористов расстреляла прибывающих пассажиров из автоматов Калашникова, а потом трое из них совершили самоподрыв. В результате 45 человек были убиты на месте, умерли в больницах от ран. Более 200 получили ранения. Это беспрецедентный по своей наглости случай нападения. И после него, как утверждают западные СМИ, правительство Турции сделало разворот на 180 градусов своей политики по отношению к джихадистам. Отныне страна больше не поддерживает группировки исламистов ни тайно, ни явно. А в Грузии разгорается скандал, связанный с именем человека, которого считают организатором теракта в стамбульском аэропорту Ататюрк. Речь идет о выходце из Чечни Ахмаде Чатаеве по кличке Однорукий. Между тем, оказывается, Чатаев еще в 2012 году был арестован грузинскими правоохранительными органами по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Однако после смены власти в стране его просто выпустили на свободу. Человек справа — Ахмед Чатаев, он же Однорукий Ахмед. Это видеообращение примерно год назад было записано в Сирии, где Чатаев руководит одной из группировок в составе террористической организации «Исламское государство». Ряд турецких СМИ, ссылаясь на собственные источники в спецслужбах страны, называют Чатаева вероятным организатором терактов в стамбульском аэропорту Ататюрк. Между тем, имя Чатаева хорошо известно в Грузии. Он был задержан сотрудниками грузинских правоохранительных органов в 2012 году, сразу же после нашумевшей спецоперации в ущелье Лопота. Тогда, по официальной версии, силовиками была обнаружена, а затем обезврежена некая вооруженная группа, в составе которой якобы был и Чатаев. Его обвинили в незаконном приобретении и хранении оружия. Спустя несколько месяцев в Грузии сменилась власть, обвинения Чатаева были сняты, а его самого объявили переговорщиком между силовиками и боевиками и отпустили. Теперь, после того, как имя Чатаева стало фигурировать в турецкой прессе, вдруг выяснилось, что некоторые представители грузинского руководства изначально были против его освобождения. Когда мы возглавили государство, он был в тюрьме. Дело его расследовала прокуратура. У меня и сейчас имеются вопросы в отношении него, и я изначально не поддерживала его освобождение из заключения. В прокуратуре пока воздерживаются от комментариев. В свою очередь, депутат от правящей грузинской мечты, глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сасиашвили, неожиданно назвал Чатаева агентом грузинских спецслужб времен Михаила Саакашвили. Прошлые власти дали Чатаеву грузинское гражданство, и он исполнял оперативные поручения наших спецслужб. Существуют конкретные документы, которые доказывают, что он получал зарплату и даже бывал в командировках. Когда мы пришли к власти, он покинул страну, и никаких контактов у нас с ним больше не было. Но, тем не менее, депутат так и не смог объяснить, как и почему Чатаев оказался на воле. Представитель оппозиционного единого национального движения, партии Михаила Саакашвили, Отар Кахидзе, все прозвучавшие в их адрес обвинения назвал неуклюжей попыткой властей оправдаться. За освобождение Ахмеда Чатаева ответственны нынешние власти Грузии. Но общество должно знать, что непосредственно в этом виноват не какой-либо рядовой чиновник прокуратуры, а министр юстиции Тея Цулукиани. Но как бы то ни было, грузинским властям вряд ли стоит опасаться каких-либо нежелательных последствий, даже если Чатаева официально признают причастным к теракту в Стамбуле, считает грузинский эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе. Удивительно, но уголовное преследование Чатаева прекратила ведь не только Грузия, но и Австрия, где он беспрепятственно проживал некоторое время после Грузии, а также Украина, Швеция и Болгария. Не знаю, почему так произошло. Этот вопрос остается открытым. Чатаева задерживали и освобождали во всех этих странах, потому указывать пальцем только на Грузию было бы неправильным. Примирить, а скорее успокоить грузинских политиков поспешил и посол Соединенных Штатов в Грузии Ян Келли. Дипломат заявил, что пока нет информации, которая бы подтверждала причастность Чатаева к организации теракта в стамбульском аэропорту, и призвал стороны дождаться результатов следствия. Зviat Mchedlishvili специально для настоящего времени, Грузия, Тбилиси.
И еще о террористических атаках. На этот раз мишенью террористов стал министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов, который находился с дружественным визитом в Афганистане. Главный туркменский дипломат участвовал в торжественной церемонии открытия участка железной дороги из Туркменистана в Афганистан. Далее министр должен был заложить камень в основании будущей дамбы на реке Амударья, но на пути его кортежа сработала мощная мина, которая взорвала его охрану, и чиновник вынужден был ретироваться на туркменскую территорию. В Центральной Азии отмечают один из главных мусульманских праздников Ораза Айт – праздник окончания священного поста. Самые массовые айт-намазы прошли в крупных городах региона. И, как сообщают с мест наши корреспонденты, все обошлось без происшествий. В Бишкеке на праздничную молитву пришли около 10 тысяч человек. В молитве участвовали премьер-министр республики Сооронбай Жээнбеков и мэр столицы Албек Ибраимов. По традиции праздничный намаз совершается на главной площади, однако в этом году из-за ремонтных работ мероприятие перенесли на менее вместительную площадь Победы. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев тоже принял участие в праздничной молитве. По традиции для этого он приехал в свое родное село, расположенное недалеко от Бишкека. В Казахстане праздничный намаз проходит не только в крупных городах. В мечети Ушканыр Карасайского района собрались местные сельские жители. И, как видите на видео, снятом казахской службой «Радио Свобода Азаттык», в мечети негде яблоку упасть. А вот в Таджикистане Ораза Айт, окончание священного поста, отмечают сегодня. Накануне праздника на рынках и магазинах взлетели цены на продукты, из которых верующие обычно готовят главные блюда для праздничного стола. Особенно существенным скачок цен был на севере страны. И это несмотря на то, что накануне и президент, и премьер-министр настрого запретили торговцам повышать цены. Президент Рахмон призвал граждан Таджикистана подумать о самых бедных. Давайте милостыню нуждающимся братьям и сестрам, родственникам, соседям, сиротам, инвалидам, людям, оставшимся без попечительства. И не давайте богатым и муллам. Мечта парализованного мальчика из Кыргызстана исполнилась в праздник Оразо. 6-летний Нурджигит не мог ходить с младенчества и перемещался с помощью пластикового тазика. Из-за того, что инвалидная коляска была слишком велика для него, мальчик сам придумал такой способ передвижения. Все изменилось, когда неожиданно в день Оразо мальчику из Японии пришел электромобиль. На вручении подарка присутствовали мои коллеги. Передвигаться по-другому Нурджигит не может. Его ноги парализованы с младенчества. Выходить на прогулку до недавнего времени он мог только так, сев в тазик. Коляска слишком велика для него, сын не дотягивается до колес. И у него болит рука, когда он пытается крутить их. Поэтому мы убрали подлокотник. Нурджигит старший сын Миргуль. Кроме него в семье растут еще 3 мальчика. От государства Нурджигит получает небольшое пособие по инвалидности. Всего 3000 сомов. Это чуть больше $40. С самого рождения мы ходим с ним по больницам. 4 месяца ему удалили грыжу. Сейчас врачи только отмахиваются от нас. Мы ходим к ним, но они ничего путного не говорят. Никакой помощи от них. Мы не знаем, что нужно делать для того, чтобы он начал ходить. Сейчас Нурджигиту 6 лет. В этом году он мечтал начать учиться, но в школу мальчик так и не пошел. Он говорит, что хочет в школу. Но когда мы идем туда, нам говорят, что они будут учить его на дому. Но он хочет быть как все, общаться с другими детьми. А еще мама Нурджигита рассказывает, что из-за своей болезни он все больше замыкался в себе и, кажется, чувствовал себя виноватым. Он и сам может спуститься, но у него пачкаются штанишки. Вот так он надевает шлепанцы на руки. Когда об этой истории рассказали журналисты, буквально на следующий день домой к мальчику приехал министр социального развития Кыргызстана. Он подарил Нурджигиту детскую инвалидную коляску. Но главный подарок пришел на Оразо Айт – электромобиль. Его отправил кыргызстанец, живущий в Японии. Пока электромобиль собирали, Нурджигит внимательно следил за процессом и, кажется, впервые за долгие месяцы улыбнулся. Электромобиль для Нурджигита отправили еще месяц назад. И так получилось, что посылка пришла именно сегодня, в день праздника Оразо. Благодаря журналистам на мальчика обратили внимание и лучшие врачи республики. Один из известных ортопедов недавно осмотрел его, и, по словам мамы Нурджигита, ее сын, возможно, встанет на ноги. Тогда ему не понадобится ни новая инвалидная коляска, ни даже электромобиль.
Александр Орлов, Жибек Бегалиева, Сабыр Абдумамонов. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Иногда они возвращаются. Российская авиация в полном объеме возобновила бомбежки в Сирии. Об этом попросил Башар Асад. Его войска вновь терпят поражение от повстанцев без российской авиаподдержки. Драка на въезде в Евросоюз. Польша закрыла свои границы для украинцев и россиян. Россия, в свою очередь, запретила транзит всех украинских грузов в Казахстан. Ущерб – $1 миллиард. Почему нас держат? Непонятно. Ни документы не оформляют, ничего. Российская авиагруппировка в Сирии в полном объеме возобновила бомбардировки территории, которую занимают сирийские повстанцы. Возвращение российской авиации произошло по просьбе сирийского президента Асада. Его армия в последние дни несет большие потери от огня повстанцев. Правительственным войскам без поддержки российских ВВС пришлось даже оставить несколько занятых ранее районов. Уже сегодня российские самолеты нанесли мощнейшие удары по северо-западу Сирии. В частности, сообщается о сильных бомбежках в районе так называемых Курдских гор, где войска Асада потерпели сокрушительное поражение на прошлой неделе. Бомбардировкам снова подвергся сирийский город Алеппо. Здесь исламистам удалось предотвратить захват асадовской пехотой лагеря палестинских беженцев, который является ключевой стратегической точкой к окружению всего города. Вернувшаяся российская авиация фактически стерла позиции повстанцев с лица земли. Как сообщают в российском министерстве обороны, к берегам Сирии отправился единственный российский авианосец, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Перед рейдом в Средиземное море Кузнецов был оснащен новейшими российскими палубными самолетами. Как заявляет российское командование, самолеты адмирала Кузнецова будут наносить удары по всей Сирии, а пилоты тренироваться в боевых условиях. Настоящий бунт начался на украинско-польской границе после того, как власти Польши в связи с саммитом НАТО на месяц отменили все безвизовые поездки для граждан Украины, проживающих в приграничных районах. Такой же запрет ввели в отношении россиян из Калининградской области. Сотни украинцев сейчас полностью блокируют польские пограничные посты. Они собираются жечь покрышки и не пропускать на Украину машины из Польши до тех пор, пока поляки не отменят свое решение по визам. Также украинцы не пропускают польские машины домой. На границе России и Польши в Калининградской области обстановка менее драматичная. Российские власти ввели зеркальные меры и на месяц отменили безвизовые поездки в Калининград для граждан Польши. Тем временем уже российское правительство фактически полностью запретило транзит украинских грузов через свою территорию. Несмотря на то, что совсем недавно России и Украине удалось договориться о проезде большегрузных машин в Республике Центральной Азии. На таможенных пунктах в Смоленске и других российских городах скопились сотни фур, которые не могут продолжить движение в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Мы зашли в таможенный союз 30 числа, если даже закон вступил в силу с 1-го, то мы в таможенный союз зашли уже 30 числа. Почему нас держат? Непонятно. Ни документы не оформляют, ничего. И глонасовская пломба у нас сегодня уже заканчивается. Потом идут штрафные санкции по ней. Власти Украины заявляют, что это может катастрофически сказаться на торговле со странами Центральной Азии, на которые приходится 98% украинского транзита через Россию. Ущерб от прошлых ограничительных мер составил $1 миллиард США. Около 130 единиц боевой техники и более 3000 военных приняли участие в параде в Минске в День независимости Беларуси. Он отмечается в память об освобождении столицы от немецких захватчиков в 1944 году. Эта дата была выбрана на республиканском референдуме в 1996 году. Президент и главнокомандующий Беларуси Александр Лукашенко назвал День независимости главным праздником страны. Наблюдатели, в свою очередь, считают, что такой масштабный парад – это, безусловно, демонстрация военной мощи перед саммитом НАТО в Варшаве. 25 лет назад наша страна обрела суверенитет и возможность самостоятельно выбирать путь своего развития. За годы независимости мы не дали втянуть себя ни в одну политическую авантюру, не вписались ни в один международный конфликт. Мы уверенно смотрим в будущее и бережно храним славную историю нашей страны.
Лукашенко также отметил участие в военном параде комплекса «Полонез» – реактивной системы залпового огня белорусского производства. Кроме того, в небе над Минском пролетели 45 воздушных судов. В этом году в летный эшелон вошли истребители Су-34 и Су-30 и звено вертолетов К-52 российских воздушно-космических сил. Космический аппарат Юнона успешно вышел на орбиту. В ближайшие 2 года, вращаясь вокруг самой крупной планеты Солнечной системы, зонд Юнона будет изучать таинственные процессы, происходящие на Юпитере. В 2018 году космический аппарат уничтожат, направив его вглубь газового гиганта. Подробности в репортаже Рейтер. Этого момента в НАСА ждали 5 лет. Утром во вторник космический аппарат Юнона завершил 35-минутный маневр по снижению скорости и перешел на вытянутую орбиту вокруг Юпитера. В Центре управления полетами в Калифорнии это известие встретили аплодисментами. Это потрясающе. Время и усилия, потраченные каждым членом команды, и риски, которые необходимо было преодолеть, поразительно. Чем больше узнаешь о миссии, тем лучше понимаешь, насколько она сложная. И то, что все прошло без малейшей запинки, невозможно описать словами. Сегодня мы впервые отправимся спать, не волнуясь о том, что может произойти завтра. Теперь аппарат, по расчетам инженеров, совершит 2 витка вокруг газового гиганта, каждый из которых будет длиться около 50 дней. А 19 октября Юнона перейдет на более короткие научные орбиты. Один оборот вокруг планеты будет занимать 14 дней. В ближайшие 2 года станция будет сопровождать Юпитер, собирая сведения о его структуре, атмосфере и магнитосфере, а также сделает снимки северного и южного полюсов планеты. В 2018 году, по планам инженеров, аппарат уничтожат, направив его вглубь газового гиганта. Это будет сделано для того, чтобы избежать возможного занесения земных бактерий на спутники Юпитера. Видеоклип к первой песне президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева появился в сети. Ролик опубликовала одна из частных продакшн-студий. Раньше за занятием вокальным творчеством политик замечен не был. Это его первая песня, которая стала доступна публике. В видео использованы кадры из советского фильма «Провинциальный роман» с Талгатом Нигматуллиным в главной роли. Воспоминания мои, подобно капелькам дождя, стучат по памяти моей, смывая пятна со стекла прошедших дней. И в мутных лужах прошлых лет, средь бед и горестей своих, я различить пытаюсь звезды глаз твоих. И сквозь года я к маякам твоих печальных глаз плыву. Пусть не увижу берег я, пусть в серых буднях утону, но я плыву и буду плыть, пока мне руки не свело. Но я живу и буду жить судьбе назло. И сквозь года я к маякам твоих печалей. Подлинность аудио подтвердили в аппарате президента. По их словам, песню записали несколько месяцев назад в домашних условиях. Небольшой комментарий к ней в самом начале записи приводит сам президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Вот эта песня называется «Судьбе назло». Это одна из самых первых моих песен. И она мне в моей жизни была как девиз. Я очень часто... Эта песня помогала мне пробираться через любые трудности судьбы. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго!